Партия ЛДПР выступила за бесплатное лекарственное обеспечение граждан с подозрением на COVID-19. Как сообщили в региональном отделении, соответствующая инициатива отправлена в правительство Башкортостана. Обсудим инициативы эту и другие вместе с депутатом Государственного собрания Башкортостана Дмитрием Ивановым. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, в связи с чем связана такая инициатива, и как вы считаете, найдет ли она поддержку? Я думаю, она найдет свою поддержку, по крайней мере, мы на это очень сильно надеемся. К нам обращается очень много людей, десятки, сотни. Многие отмечают тот момент, что на начальной стадии заболевания, то есть вот сдали анализ, тест на коронавирус, и до его результатов отправляют на первичное лечение. То есть выписывают перечень необходимых лекарств, которые нужно пока что пролечиться. В среднем ценник этих лекарств составляет 2000 рублей и более. И учитывая, что если заболел один член семьи, соответственно, скорее всего, под подозрением все остальные. Так как у нас в среднем 4 человека в одной семье, и если рассчитать, это несложно, 2000 рублей даже берем на 4 человека, 8000 рублей семья должна отдать на первичное лечение до оглашения результатов теста на коронавирус. Это дает очень большую нагрузку на семьи. Сейчас у нас очень тяжелая ситуация, то есть многие потеряли работу из-за пандемии, стоят на учетах на бирже труда. И выплаты, кстати, тоже не всем приходят вовремя. И надо искать средства на существование. А здесь только на одно лечение. Первичное, причем хочу отметить, первичное лечение уходит 2000 рублей. То есть, я думаю, это очень не для всех посильный размер. Инициатива уже направлена в правительство Башкортостана. Получен ли какой-либо ответ? Екатерина, мы направили письмо буквально вчера. Ответа еще не поступил. Ждем. Пока ждем. Какие еще инициативы предлагает партия ЛДПР? Что нужно изменить, поменять? На что делаете акцент? Мной было также направлено письмо в правительство. 9 октября было направлено 2 письма о том, чтобы перевести школьные и дошкольные учреждения на удаленный режим работы. К нам также обращаются множество людей, это, как правило, родители и учителя в том числе. Большинству сейчас ставят диагноз пневмония. Пневмонии у нас очень много, и многие уходят работать на дистанционку. И их подменяют учителя или сотрудники школ, которые не имеют отношения к тому или иному предмету. И более того, дети, как говорят, менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, но они являются ее разносчиком. То есть, приходя домой, они начинают заражать родителей. А многие живут и посещают их бабушки, дедушки, которые очень сильно подвержены заражению. И этим самым мы просто получаем в несколькократный рост заражения пневмонией и коронавирусной инфекцией. Поэтому ЛДПР считает, что нужно перевести эти учреждения на дистанционный режим работы во избежание негативных трагических последствий. Кроме того, ЛДПР предлагает ограничить количество мероприятий, с массовым участием людей. Как вы объясняете эту позицию? Позиция все та же. Именно в тот же день у меня было направлено письмо в правительство. Проводятся массовые мероприятия, какие-то праздники, концерты. Тысячи людей собираются. И невозможно проследить, чтобы все соблюдали правила санитарных норм, то есть дистанцию держать, масочно-перчаточный режим. И в любом случае, даже при максимальном соблюдении этих правил, социальная дистанция, она в любом случае будет нарушена. И мы получаем снова же рост заболеваемости, подозрений, снова приходим к тому же самому.
То есть мы выступаем за то, чтобы ограничить все массовые публичные мероприятия во избежание, опять же, дальнейшего заражения и распространения коронавирусной инфекции. Ну, справедливости ради, надо отметить, что школьники сейчас находятся на каникулах с 19 октября по 4 ноября, и посещение образовательных учреждений ограничено, об этом заявил глава Башкортостана Ради Хабиров. Ну и по второму пункту, также по ограничению массовых мероприятий, тоже приняты соответствующие меры. О них подробнее можно прочитать на сайтах органов власти. Мне очень приятно, конечно, то, что все-таки эти потихоньку меры вводятся, то есть, соответственно, я считаю то, что, опять же, инициативы ЛДПР, они востребованы, лишь бы они применялись. Дмитрий, изменился ли режим работы штаба партии ЛДПР здесь, в Башкортостане? Как вы сейчас работаете? Штаб работает частично на карантинном режиме, потому что очень много людей у нас болеют. Во избежание того, чтобы и мы в том числе не заражали тех, кто к нам приходит, мы ведем интерактивные приемы граждан, приемы по горячей линии, а также мы запустили интернет-приемные в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, и уже получено сотни обращений, то есть мы, наоборот, только усилили работу, скажем так, по всем направлениям. Топ главных проблем, на что жалуются жители республики? Очень много вопросов, связанных с жильем, неполучение жилья, которое полагается по закону или решением суда. К нам обращались и по медицинским препаратам. Например, к нам обратилась семья Ягудиных. Ребенок в семье должен был получать жизненно необходимые препараты, именно жизненно необходимые препараты, положенные им в соответствии с законным постановлением, но он не мог их получить. Они как обращались во все инстанции, и придя к нам, благодаря депутату Сухареву Ивану Константиновичу от ЛДПР, семья добилась того, что теперь здоровью, жизни и здоровью ребенка уже ничего не угрожает. Все регулярно и своевременно получают медицинские препараты. Также к нам обращались семья Башири, дедушки по инвалиду второй группы должны были выдать квартиру, также постановлением, но никак не могли добиться. То есть ссылаются на то, что нет жилья, еще чего-то, по тем или иным причинам. Я снова же при вмешательстве ЛДПР нашему депутату Сухареву Ивану Константиновичу квартира была получена. Таких примеров у нас уймы, массы. И благодаря одному звонку даже спасали жизни. Вот, например, в Муримановском районе молодому человеку стало плохо, семья Успенских, никак не реагировали. Один звонок депутата от ЛДПР Сухарева, тут же немедленно прилетел вертолет, молодого человека отвезли немедленно в больницу в город Уфа, была оказана своевременная медицинская помощь, и парень остался жив. Анализируя все обращения, какие, может быть, инициативы сейчас еще находятся в разработке, что в ближайшее время может обсуждаться? Вы об этом узнаете сразу же, как эти инициативы будут внесены нами. Пока что пусть это будет небольшой, скажем так, интригой. ЛДПР работает всегда, все депутаты на местах. Госсобрание Курултай и Сухарев Иван Константинович в Государственной Думе, мы постоянно работаем. И все наши инициативы, все, что мы предлагаем, законопроекты, прочие инициативы, акции, они берутся, еще раз повторюсь, не с неба, они не какие-то заоблачные. Это все идет с земли. К нам обращаются люди, по 50-70 человек в день только в нашу приемную. У нас приемная практически во всех районах, городах республики. Также интернет-приемные. И мы работаем во благо жителей нашей республики. Дмитрий, мы знаем, что в следующем году пройдут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Ведет ли подготовку партии ЛДПР здесь, в республике? ЛДПР тем-то и отличается от других партий, что мы работаем не так, что выборы скоро будут объявлены, надо как-то себя показать, проявить. Мы работаем всегда, независимо от выборов. Потому что мы старейшая политическая партия в современной России и самая опытная.
И несмотря на это, у нас самые молодые депутаты по всей стране. Постоянно работаем. В этом наша задача, как политической партии, как депутатов, как и актива партии. Работать постоянно, помогать людям. Выстраиваем работу только так. Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был депутат Государственного собрания Башкортостана Дмитрий Иванов от партии ЛДПР. И мы говорили о последних инициативах и о том, что находится в работе. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ. Всего доброго.